Первая международная конференция организована постоянным представительством Республики Крым при президенте Российской Федерации совместно с Госкомнадсом. Цель мероприятия – поддержка позитивной тенденции консолидации зарубежных крымско-татарских диаспор вокруг исторической родины Крым, а также определение формата взаимодействия, направленного на активизацию сотрудничества между крымско-татарскими общественными объединениями полуострова с зарубежными диаспорами в вопросах развития культурного диалога и совместной реализации гуманитарных проектов. Заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов зачитал приветствие главы Крыма Сергея Аксенова. Межнациональное согласие является одним из приоритетных направлений внутренней политики нашего государства. Право крымских татар надежно защищено. Представители крымско-татарского народа возвращаются на полуостров. Крымско-татарская общественность принимает активное участие в общественной и политической жизни республики, вносит посильный вклад в укрепление межнационального единства и согласия. Представители диаспоры крымских татар из Турции рассказали, что рассчитывают на сотрудничество с соотечественниками в Крыму. Они наблюдают за строительством нового Крыма с большим трепетом и готовы к взаимодействию в различных направлениях. И все санкции и эмбарго, которые вводятся против Крыма, нас не пугают. Мы ведем борьбу за отмену санкций и эмбарго и будем ее продолжать. По утверждению нашего правительства Турции мы будем продолжать делать все, чтобы все санкции были с Крыма сняты. В этом плане уже добились некоторых результатов. В ходе своего выступления председатель Федерации культурных объединений крымских татар Турецкой Республики Унверсель заявил, что непризнание украинскими властями итогов прошедшего в марте 2014 года референдума о государственном статусе Крыма неприемлемо. Жители полуострова сами определили свою судьбу, а указ президента России Владимира Путина о реабилитации репрессированных народов Крыма он назвал историческим документом, который гарантировал будущее народам, проживающим на полуострове. Мы увидели, что за 3 года для крымских татар сделано очень много. Мы ждем возвращения крымских татар, живущих за границей в Крым, на свою родину. Мы стараемся, чтобы санкции не нарушали связь между Крымом и Турцией, и доносим это до нашей общественности. Муфти Республики Беларусь Абубекир Шабанович одним из первых посетил полуостров после воссоединения Крыма с Россией. Говорит, что они и в будущем намерены продолжать активное сотрудничество между республиками и диаспорами. Время требует от нас более активной деятельности по всем направлениям. В первую очередь, конечно, это просвещение и подготовки кадров, дальше о программах подготовки этих кадров, о литературе религиозной, то, что соответствует укреплению знаний, расширению знаний, углублению их по религии, по истории и культуре крымских татар. Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов рассказал, что это первая конференция в новой эпохе Крыма. Он подчеркнул, что эта конференция наглядно показывает, что Крым успешно интегрирует в Российскую Федерацию. Мы говорим о единстве в языке, мыслях, делах. Я понимаю, мы не можем мыслить одинаково. Но обдумав все сообща, для того, чтобы осуществить задуманное, мы пришли к выводу, что нужно сотрудничать. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент региональной общественной организации «Инкишаф» Искендер Белялов отметил значимость такого рода мероприятий. Они демонстрируют настоящее положение дел на полуострове. Сегодня Россия в полной мере оказывает материальную поддержку развитию крымско-татарского народа. Мы сейчас живем в таком государстве, которое именно помогает крымско-татарскому народу. Это, можно сказать, и строительство мечети, и строительство разных центров. Мы даже не успеваем эти средства, будем говорить, осваивать. Поэтому вот это именно такая встреча, именно духовная встреча, она, думаю, поможет крымским татарам, которые живут в Турции, и крымским татарам, которые живут в Крыму, более тесным связям. По итогам международной конференции участники приняли обращение. Сегодня конференция приняла решение быть постоянно действующей площадкой, то есть мы уже можем в ближайшее время ожидать работы некого органа, который будет готовить более широкий формат, потому что вот сегодня в процессе работы поступали мнения, и они озвучивались о том, что
необходимо привлекать и представителей диаспор, вплоть до тех, которые проживают в Украине. И, конечно же, двери конференции открыты. Чем будет шире формат участников, тем больше эффективности ее работы. Госкомнац намерен пригласить проживающих на Украине крымских татар к участию в следующей международной конференции. По словам Заура Смирнова, в настоящее время диаспора крымских татар на Украине находится в достаточно тяжелом положении. К сожалению, вслух об этом они говорить не могут, потому что подвергаются преследованию со стороны властей. Но я думаю, что мы обязательно учтем их мнение и обязательно пригласим в следующий раз, когда будем собираться, заверил глава Госкомнатца. Айша Шулакова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет».